Гроздев Савва Иванов, 1950 года рождения, гражданин Болгарии, доктор педагогических наук, профессор Института математики и информатики Болгарской академии наук. В 1974 году закончил Софийский университет по специальности математика и получил степень магистра комплексного анализа. В 1980 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Абстрактные дифференциальные уравнения в резонансных случаях». В 2003 году защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора педагогических наук на тему «Теория и практика подготовки талантливых школьников в области математики». Профессор Гроздев подготовил более 50 научных статей по математическому анализу и более 300 научных статей, относящихся к области математического образования. Он является автором 25 монографий и 4 учебников. Савва Иванов-Гроздев является почетным доктором нескольких университетов Болгарии, членом Европейской ассоциации «Кенгуру без границ», Международного института развития и оценки качества образования, Союза болгарских математиков, Ассоциации развития образования, Математической ассоциации государств Юго-Восточной Европы, Европейского, Американского и Тунисского математических обществ, а также координатором нескольких проектов Европейского Союза с болгарской стороны. С 2005 года становится координатором российско-болгарского проекта «Методики информационной технологии в образовании» МИТЭ, в котором с 2010 года самое активное участие принимает Институт математики, информационных и космических технологий САФУ. Благодаря этому сотрудничеству в Институте математики, информационных и космических технологий развилось целое научное направление, достижения которого получили международное признание. Результаты совместных исследований широко представляются не только на научных международных конференциях на территории России, но и других стран – Испании, Болгарии, Македонии и Армении. Благодаря участию в проекте МИТЭ существенно повысился и уровень публикационной активности сотрудников и обучающихся нашего университета. Научные достижения Саввы Иванова-Гроздева, а также сотрудников кафедры экспериментальной математики и информатизации образования, полученные в рамках проекта МИТЭ, внедрены в учебный процесс САФУ в рамках магистерской программы «Математическое образование», а также в ряд курсов дополнительного профессионального образования, реализуемых на базе Центра инновационного обучения ИМИКТ. В 2014 году Гроздев Савва Иванов включен в список высококвалифицированных специалистов, приглашенных для чтения лекций в рамках программы развития САФУ имени Ломоносова. Присвоить звание почетного доктора Северного Арктического федерального университета имени Михаила Васильевича Ломоносова Гроздеву Савве Иванову, доктору педагогических наук, профессору Института математики и информатики Болгарской академии наук за значительный вклад в развитие нашего университета. Коллеги, и теперь я прошу приступить к процедуре вручения мантии почетного доктора. Уважаемая Елена Владимировна, уважаеми члены научного съвета, уважаемая Людмила Эдуардовна, здесь я вижу много познатых лиц. Впервые я извиняюсь для моего русского языка. Я постараюсь, чтобы вы понимаете мои слова. И впервые хочу поблагодарить за эту высокую честь. Сегодня, истинно, что сегодня очень такой праздник большой для вас и для нас, для весь мир. Так что позвольте поздравить вас с праздником и еще раз поблагодарить за эту высокую честь, которую вы мне студили. Спасибо. Я не буду говорить много подробно и детально математика, потому что здесь публика такая общая. Я вижу здесь и школьники. Но там и будет, да. Вот вы видите на этой слайде Болгарии все надписи на английском языке, я буду стараться говорить по-русски. Вы знаете, что Болгария это маленькое государство, но оно
государства уже стали 1333 года тому назад создали государство. В 1961 году является самое старое государство, которое свое имя было одно и то же, Болгария. Значит, население Болгарии маленькое, 7 миллионов и 500 тысяч жителей. Территория тоже маленькая, 4 раза с половиной меньше, чем область Архангельской области. Вероятно, сзади вы поверите, где находится Болгария, там на Черное море, все государства, которые граничат с Болгарией. Говорим мы по самый старый славянский язык Болгарии. Религия наша восточное христианство, как и у вас. И хотел бы несколько поговорить о такие вещи, с которыми Болгария знакома в мире. Мы с этим не можем сравниваться с Россией, это большое государство. Болгария маленькая, но все-таки есть некоторые вещи, которые характерные, которые создали, которые Болгарии дали в мире. Это традиционный болгарский йогурт. Я не знаю, как кефир по-русски называется. Кислое молоко. Кислое молоко. Который это в 1905 году это доктор Стамен Григоров, который так сделал открытие микроорганизм Lactobacillus bulgaricus называется. И это производство сейчас очень известно в всем мире. Другое вы это видите здесь болотный подснежник. Из листьев и цвета болотного подснежника делается очень известный медикамент. Да, нивалин. Это тоже болгарин открывал этого медикамента. В 1936 году профессор Димитр Пасков. Нивалин это торговая марка, хорошо известная в России и других странах. И она уникальный препарат для лечения разных болезней, церебрального парализа, неврологических заболеваний и так далее. Но это оригинальный болгарский медикамент Нивалин используется внушительным международным авторитетом, как написано здесь на слайде. Доказательством этого является награждение препарата фармацевтического Оскара премии Эйми за вклад в науку. Тоже одно из вещей, с которой Болгария известна в мире. Ну, здесь вы видите Джона Танасов. Читается сейчас, что Джона Танасов он дал начало компьютерной эры, современного компьютера. Это он происходит с болгарского происхождения. Он американец, был, умер несколько лет тому назад. Но история его замечательная. Значит, его отец болгарин, родился в Болгарии его отец, и когда был маленьким, там Болгария была под османским ростом. Понятно, что я говорю? Турецкого роста. Османская империя когда была. Потом, значит, в 1878 году это русские освободили Болгарию из Турции. В это время ситуация в Болгарии была ужасная. Его отец, это Джон Танасов, он эмигрировал в Америку. Там создал свою семью. И родился Джон Танасов. И он создал Джон Танасов. Он создал компьютер. Это значит случилось в 1939 году. Но вот вы здесь видите фотокопирная машина, а сами принцип фотоэлектрического условия это открытие болгарского академика физика Георгия Наджакова в 1937 году. Тоже принадлежит Болгарии. Это прототип электронного часа,
который открыл тоже в Болгарии. Его имя Петър Петров. Но вот здесь вы видите, это самая удаленная планета, имя здесь написано. Но это сделано по методу транзитного сканирования, который создал профессор Соселов тоже в Болгарии. Ну вот видите здесь первый пассажирский аэроплан, самолет DC-3. И самый главный конструктор этого самолета был тоже в Болгарии, но Сергей Утонов, его имя. Здесь, я не знаю, как называется по-русски, это подушки, которые используются сейчас во всех машинах. Это тоже Болгария, Сергей Утонов. 50-х годах прошлого столетия было это открытие. Ну, вот это слайд вы видите телефонный секретарь, который сейчас пользуется, тоже открыл в Болгарии. Его имя тоже сами Арсений Родионов. Другой открывал это Румен Антон, который сделал это модел. Ну, прототипы Suzuki, Honda. Это скоростные модели для этих Suzuki, Honda, Renault, Toyota и другие. Тоже в Болгарии. Но здесь видите цифрочный телефон, который когда ему было 23 года, в Болгарии Милен Николов, цифрочный телефон для всего пространства, чтобы аппарат был большой, самый большой такой. Тоже большой. Сотовый. Сотовый, да. Ну здесь показано это значит, академик Цветан Цветков, который сделал биотехнологические методы для консервирования в вакууме, который пользуется примерно на космических кораблях. Тоже болгарский. Вот здесь евро показано, это германское евро. На линии на 2 евро, там проект участвует болгарка Снежана Русова. Дизайн. Да. Ну, вот здесь показано открытие, это 6-й том сердца. В 1974 году это болгарин доктор Камитов, который сделал это открытие 6-го тона сердца. Это очень важно, тоже используется для диагностики. Да, чтобы делать диагностику. Ну, здесь показано, это женщина болгарка Райна Касабова, которая во время Балканской войны, это первая женщина, которая улетала на военном самолете. Здесь показано фолклорная певица Валя Балканская, которая голос звучал на американских космических станциях Voyager 1 и 2. Там был запись болгарских песен фолклорные. Извела Эделюха и Путин, так называется песня. И сейчас некоторые слайды спортивных успехов болгаров. Это самый известный болгарский борец Гончо Колев, Витан Колев, его так он известен. У него были сейчас 497 побед у него. И только 3 потери у него этого конца.
Но под мировой рекорд на пръчки Стефка Костадинова начала этот рекорд беше 9 см, значит он делал в 1987 году и еще стоит как мировой рекорд. И другой мировой рекорд это на 100 метров препятствий, тоже болгарский. Уже сколько лет, значит, он делал в 1988 году и стоит этот рекорд. Но это болгарка, две болгарки, которые на художественной гимнастике, на ритмической гимнастике, они 3 раза стали мировые чемпионы. И сейчас появляется что-то, что связано с математикой. Это случилось в 1953 году на Международной олимпиаде по математике в Японии, в Токио. Болгарская команда, которая составлена была 6 учениками, они завоевали 6 золотые медали. И болгарская команда тогда была на первом месте в общем. И кто руководил команду? Да. Почти. В это время я был научным руководителем. Но я сейчас возьму этот повод, чтобы рассказать немножко о подготовке наших олимпийцев по математике, с которыми я занимался и продолжал заниматься очень активно. Мы сделали такая математическая модель, которая пользуется подготовкой олимпийцев. Я накратко расскажу, чем состоит эта модель. Значит, мы наблюдаем 10 математических соревнований, которые проходят в Болгарии, на один учебный год. Значит, это самая международная олимпиада. И для международной олимпиады у нас каждый год проводится 2 селективные соревнования, чтобы подобрать команду 6 человек. Значит, всего 3 такие соревнования проходят. Тоже есть Балканская олимпиада. Каждый год проходится Балканская. Даже в последнее время в этой Балканской олимпиаде участвуют не только балканские государства, как Болгария, Сербия, Румыния, Греция, но и Турция, как гостях участвуют. Участвуют и Франция, и Великобритания, Казахстан участвует очень часто в этой олимпиаде. Так что мы эту соревнование тоже наблюдаем. И тест селектирования для этой олимпиады. У нас тоже 2 очень большие соревнования, которые проходят в январе одно, называется зимний математический турнир и весенний математический турнир, тоже наблюдаем. И, конечно, это европейский кенгуру, который у вас проходит с большим успехом. Даже в прошлой неделе с моим коллегой мы возвратились из Пуэрто-Рико, где проводилась очередная встреча все организаторы европейских игр, и там заметили, что из России каждый год близко 2 миллиона участников школьников. Так что это соревнование тоже наблюдаем. Так что мы выбираем 10 из новых. Значит, в Болгарии проводится очень много соревнований по математике. Более 40 каждый год, каждый учебный год. Но самое главное это 10, которые здесь перечислены. И мы наблюдаем результаты школьников в этой соревновании. И по результатам участников этой соревнований мы разделяем школьники на 5 групп. По отношению к результатам. Но как этого делать? Значит, мы интересуемся такие результаты в этих соревнованиях, которые можно считать с большой вероятностью, они эквивалентны получению золотую медаль на
международни олимпиади. У нас такие скалы, которые приравняют получение золотого медаля на международной олимпиаде с результатами этих соревнований, которые я уже перечислил. Потому что, примерно, если, скажем, эти селективные тесты, которые мы делаем на международной олимпиаде, там трудность задач одна, то же самое, как и на международной олимпиаде. Значит, все равно это серьезные соревнования. Балканская олимпиада тоже серьезные соревнования. Так что по этой скале мы определяем эквивалентность, чтобы человек или там школьник можно получить золотую медаль на международной олимпиаде. И это следим на весь учебный год. Рейтинг. Такой рейтинг получается. Так что 10 соревнований, и из этих 10 соревнований каждый школьник, который попадает в списки следения, получает очки от 0 до 10. В зависимости от того, если в одном из этих соревнований его результат приближается до результата золотого медаля на международной олимпиаде. И поэтому получается такие 5 групп. Я сейчас объясню, как эти группы получаются. Это все такая методология, методика для этого математического модели, который используется. Но начнем с первой группы. G1 называется. Это группа максимальной подготовки. Это самые лучшие школьники попадают в эту группу. Там попадают те, которые в прошлом году они получили 10 очков из 10. Это означает, что для всех этих 10 соревнований, которые мы наблюдаем, этот школьник получил самые высокие баллы, что позволили ему получить и золотую медаль на международной олимпиаде по соответствующей скале. Примерно в 2003 году там попали, в эти списки попали 4 человека из всех, которые мы исследовали. Что потом делаем? Значит, 10 разделено на 10, это вероятность 1. И мы, потому что потом определяем такой коэффициент А1 называется, это натуральный алгоритм. Это здесь возьмем на 1, потому что будет 0, но 0,99. Такой коэффициент. Значит, это коэффициент А1, как дефинируется там на вот этот коэффициент. Значит, он характеристика этой первой группы максимального подготовки. Потом идет вторая группа. G2. Группа высокого, не максимально высокого подготовки. Здесь попадают те школы, у которых 9 очков из 10. Значит, 9 раз он в этих соревнованиях, которые мы наблюдаем, результаты его приближались до золотую медаль на международной олимпиаде. И вероятно, чтобы получил бы он такой медаль золотой, это 9 разделено на 10, 0,9. И определяется коэффициент А2, натуральный алгоритм этого числа. Это характеристика этой группы. Потом идет третья группа. Это группа среднего уровня, среднего подготовки, где попадают ученики с 6 очков из 10. И здесь, значит, 6 разделено на 10, 0,6. И соответственно коэффициент А3, который натурально алгоритм этого числа. Далее идет следующая группа, четвертая группа. Группа низкого подготовки. Где попадают школьники с 5 очков из 10. И вот получается это дроп и соответственно коэффициент, характеристика для этой группы. Натуральный алгоритм от 0,5. И последняя группа. Это группа слабого подготовки, так называемая. Это условно, конечно, это наименование, но только 1 очко получил школьник. Это значит, потому что из этих 10 соревнований самые легкие,
можно сказать, это относительно, что такое легкое или тяжело, или трудно. Но получается, что задача на европейское кенгуру, на кенгуру, который проводится там, школьники, которые получили хорошие результаты, но в других соревнованиях они не успели. Так что, значит, здесь победят школьники с одного только. 1 на 10 получается 0,1 и, соответственно, коэффициент 5 натурально алгоритм из этого числа. Так что эти 5 группы так сформируются. Каждый год все эти коэффициенты меняются. Это зависит от, считается, значит, вы видели здесь 10, 10, 9, 10, 6 и 5. Это можно поменять. Но все-таки эти 5 групп, они существуют. Все эти 5, да, все это мы, 5 групп, они основываются на 5 иерархических уровнях мысленного процесса, который можно человек найти в этой книге Гутьеррес. Это Гутьеррес, который их предложил. И они основываются на так называемые нива Ван Хиле, это голландский математик, занимается с математическим образованием. Это здесь вы видите, значит, это монография Ван Хиле, где все эти нива можно посмотреть. Они базируются на синхронизированные с идеей Пиаже. Из этой монографии Пиаже известны все, те, которые занимаются педагогикой и математикой, знают это имя Пиаже. Так что все эти группы, которые пользуются этими математическими моделями, они основаны на такие теоретические результаты, которые здесь перечислены. Что дальше? Дальше, значит, как обозначаем функцию, которая называется niveau подготовленности ученика. Но в эти функции входят все мерки для личностной системы школьника. Это знания, капацитеты, квалификация, навыки и все остальные компоненты, которые определяют возможности конкретного школьника. Все это, значит, это зацитирована моя статья в журнале «Теоретическая приложная механика» в 2002 году, где эта функция была впервые анализирована и использована. Вот другая функция, которая ПТ обозначается, это подготовка. Подготовка – это функция определена на интервале T1, T2. Но это можно подключить эти функции и самоподготовка те школьники, которые сами готовятся. Здесь индивидуальная работа в библиотеке. Значит, вообще говоря, эта функция – это воздействие, внешнее воздействие на систему. И вот самая математическая модель, которая была теоретически обоснована. Значит, это дифференциальное уравнение первого порядка. Очень просто выглядит. В этом дифференциальном уравнении можно начальная задача. Здесь интересуемся. И эта модель с этим дифференциальным уравнением можно найти в этой монографии, которая даже есть такое решение год тому назад от Института математики и информационных и космических исследований САФУ, чтобы перевести на русском языке. Она вышла на английском языке. И первое приближение вот воздействие этой функции, как выглядит. Значит, коэффициент здесь алфа – это тот же самый, здесь можно тоже видеть, тот же самый коэффициент, который характеризует разные группы.
там был алфа обозначен А1, А2, А3, А4, А5. И это постоянная величина, которая характеризует подготовку в этой модели. Ну и вот как выглядит решение этого уравнения. Снова здесь это решение в этом конкретном случае, когда воздействие формируется как постоянное V и альфа-К, и альфа коэффициент, это индивидуальные характеристики разные, которые мы уже определили. Но с чем это связано? Это связано еще, здесь вы видите, немецкий психолог Герман Эбингhaus, который делал, значит, в психологии, в общем, все модели делаются экспериментально. Там опыты делают, психологические тесты делают. И Герман Эбингhaus установил, что запоминание, что когда человек что-то изучает, и потом надо определить, если он запомнил это или нет, или процесс забывания этого, оно изменяется по этому закону. C1 и C2 тетрастаты – это экспонента, f степень, альфа – это константа, которая отрицательная в этой модели, t – время. Значит, эта модель Германа Эбингхауса, он был сделан экспериментальным путем. И что здесь замечательно, что этот модель Германа Эбингхауса, он, ну здесь цитирована монография, это, конечно, новое издание этой монографии было Германа Эбингхауса, она вышла в 1971 году, как видите здесь. Но, значит, если вы вспомнили, ну давайте увидим еще раз, это значит модель Германа Эбингхауса. У нас решение то же самое, даже были в нашей модели, модели. И сейчас это кривая, которая получается в этом конкретном случае. Эта кривая, она зависит от начальной ситуации, T1 начальный момент, K1 соответственное состояние вся подготовленность школьников, и это изменение. Значит, кривая такая. Но что наблюдается в этой кривой? Что в начале это очень, значит, быстро проходит процесс, учебный процесс. Школьники вначале, если не мотивированы, очень быстро они изучают получают новые знания. Но там это, значит, это прямо здесь асимптоты является, кривая невозможно перейти из этих асимптоты. Ну и там получается точка, где она называется точка бифуркации, где получается насыщение этого образа. Значит, этот модель, как возник идея этого моделя? Я не знаю, если моего русского мешать вас для понимания сегодня. Давай. Я извиняюсь еще раз. Ну, значит, у нас была такая ситуация. Я помню, в 1997 году у нас был школьник, который на всех этих соревнованиях получал максимальные баллы. Очень хорошо он выступил на всех. Каждый раз первый. И мы ожидали от него, что на Международной Олимпиаде в 1997 году она проходила в Аргентине. Что тоже будет у него золотой медаль. Но, к сожалению, он не успел там делать золотую медаль. Серебряную медаль он получил. И тогда мы задумались, почему так получилось. Весь год он очень хорошие результаты у него, самые лучшие, а в конце концов, когда надо
и золото медал получит, он успел. И установили следующее, что во время подготовки, он уже, его подготовка была насыщена. Она, значит, он переборщил. Да, это точка, который надо, как в спорте получается. Вы знаете, что в спорте, когда там олимпиада, спортивная олимпиада, надо так делать подготовку, чтобы в эти самые главные соревнования получилась форма самая лучшая. А у него эта форма, у этого школьника, она была ранее, и поэтому он успел. И при помощи этого модели мы следим эту подготовку. Следим, когда надо перестановить с этим, то есть дека. Конечно, что мы можем это делать, если подготовка проходит, каждый день у него тест, примерно, и что вы следите, что получается. Это очень тяжело, потому что тест – это нагрузка. Так что на место ежедневный тест для установления него подготовки, это лучше по модели следить эту подготовку и увидеть время, дискретическое время ТЦ, которое получается насыщение, и надо дать возможность этого школьника отдохнуть. Ну, здесь появляются все эти кривые, которые на предыдущем слайде вы видели. Ну, здесь изменяются начальные условия, и получается для одного и того же школьника, у которого, вот вы видите здесь коэффициент натурального глита, он попадает там в одной из групп. Это для того же самого школьника, но при разных начальных условиях. Все разные кривые получаются, и эти кривые, это множество кривых, мы назвали вентрил, спен на английском языке. Вентрил на русском правильно или вентрил? Вер. А? Вер. Вер. Так, когда мне примерно сейчас я очень тепло, я хотел бы с этим посудиться, но у меня нет такого, что я сказал. Но вы поняли, что такое? Вен, да, вен? Вер. Вен. Вер. Хорошо, спасибо. Но вот, когда такие множество кривых восстановлены, здесь можно делать с этими кривыми, можно делать сравнение между разными школами. И здесь показаны такие возможности. А здесь на этой слайде показаны, как эти кривые, значит, изменяются в разных группах. Вот примерно это самая слабая группа, извините, самая слабая группа, кривая, когда коэффициент натурального глита 0,1. Это вторая группа, третья, четвертая, самая большая. Что видно из этих, когда что? Значит, здесь самая большая группа, где там самые лучшие школьники, самые хорошие, очень быстро поднимается уровень. А здесь уже другое понятие связано с этими кривыми, значит, можно их распространить как поверхность. Это мы называем поверхностные подготовки. И тоже можно делать разные, например, сейчас покажу, вот такая поверхность для группы G5. А здесь такие поверхности двух школ, так что можно с этим поверхностью тоже делать сравнение. Ну вот, здесь поверхности показываются тоже это другая группа, две группы здесь. Итак, такие, значит, это модель вкратце я представил перед вами. Я не буду больше говорить, чтобы об этой модели, об этой подготовке. Это только один фрагмент из подготовки болгаров. К сожалению, в последние годы эта модель уже не пользуется, потому что другие коллеги там
вы знаете, когда что-то меняется, когда, примерно, правительство меняется, все меняется. Новые правила, новые. Так что и сейчас немножко это последние 2-3 года это не пользуется. И я думаю, что одна из причин, что в Болгарии сейчас в последние годы значит, хорошее представление не получается все-таки. Но сейчас я бы хотел немножко показать вам слайды из болгарской природы. Это те, которые посещали Болгарию. Видели на слайде? Это был Грачик. Одно из самых хороших и любопытных мест в Болгарии. Это тоже место был Грачик. Такие слайды. Скалные такие образования. Это те, которые были на Черном море, узнают. Черное это находится на Калиакра, в Болгарии. Это другое место из Черного моря. Но это один из комплексов на море Албена. Называется это комплекс. Тоже здесь некоторые золотые пески на Черном море. Делегации сорокамницы, которые посещали эти курсы, об этом Владимировна говорила, они уже, может быть, знают. Это город Велико Търново, древняя болгарская столица. Она была столицей перед, когда Болгария упала под турецким робством. Это была столица Велико Търново. Потом стала София. Но это такой город, который расположен. Это некоторые из древних дома в этой городе. Вы тоже здесь видите. Это в горах у нас много монастырей. Это рилский монастырь. В горах Рил. Видно. Это церковь этого монастыря. А в этих горах Рила там находится очень красивое озеро. Здесь вы видите, это зимой тоже самая гора, самая высокая гора. Высокая, что означает высокая? 2925 метров, это самый высокий берег этой горы. Но это другой монастырь, Рожинский. Это Троянский монастырь, исторические места в Болгарии. А здесь слайд показывает Варна. Это морский сад города Варна. Город Варна на Черном море находится. Это третий город Болгарии. София первый, самый большой, потом Пловдив и третий Варна. Это тоже слайд из Варны. Это Бургас, другой город на Черном море. Еще Велико Търново, древняя болгарская столица. Это исторические здесь памятники, подпись Велико Търново тоже. А это из Пловдив. Там это древний римский театр. На городе Пловдив находится. Это тоже, это ярмарка Пловдив каждый год. В Пловдиве проводится международная ярмарка. Вот вы видите здесь ярмарка, это тоже из Пловдива, старые древние. Это София, это национальный театр в Софии. Это дворец культуры в Софии. Большое здание тоже в Софии, столице. Ну вот центр Софии. Здесь находится. Вы видите здесь. Это был перед перестройкой. Это был партийный дом.
там была звездочка, но потом звездочку убрали и поставили знамя болгарское. Сейчас находится парламент, офисе парламента в центре города Софии. И вот в центре города это памятник Александра II, царь-освободитель Николаевич. Значит, в Българии очень много памятников, которые связаны с историей. Да, русские освобождали Българию из турецкого робства, потом во время Второй мировой войны. Так что в центре города это памятник Александра II находится. Это тоже памятник Александра II, но уже в городе Пловдив. Это Алеша, памятник Алеша, русский солдат, который находится в городе Пловдив тоже. Хотели бы, после преобразования, хотели бы снять этот памятник, но население сопротивилось, и памятник остался. Это памятник советской армии, тоже в городе Софии, в столице находится. Так что много таких памятники находятся. Пусть всегда будет солнце, пусть процветает русско-болгарская дружба. Сава Ивановна, нам очень приятно встретиться с вами здесь. Нас связывает, наверное, уже не один год сотрудничества, потому что северодвинские ребята Архангельска на протяжении последних 7 лет приезжают в Москву на конференцию. Вот школа 24 за последние 5 лет уже побывала около 30 учеников в этом проекте. 14 из них в Москве выступали, и 12 из них сюда возвращались победителями и призерами. Поэтому мы благодарим вас за такое теплое отношение к нашим ребятам. Мы постараемся и дальше воспитывать наших ребят в таком же духе, готовить из них будущих ученых. Мне очень приятно сегодня сказать, что те ребята, которые закончили школу, сейчас учатся в университетах в Северодвинске, в Архангельске, нашего университета САФО, в Санкт-Петербурге, и очень тепло вас вспоминают. Большое вам за это все спасибо. Сава Иванов, мы рады вас встретить на Архангельской земле, на родине Михаила Васильевича Ломоносова. И мы будем рады с вами встретиться в мае этого года в Москве. Вот тут тарелочка. Сава Ивановна, поздравляем вас с успехами в дальнейшей работе. Теперь, уважаемый Сава Иванов, мы заразили вас вирусом Ломоносова. И теперь вы уже от нас никуда не уедете, не уйдете. Вы будете нашим архангельским мужиком, поморцем. Поэтому очень приятно вас будет видеть и в следующие разы, в следующие приезды. И как Ломоносов говорит, он обладал благородной упрямкой. И когда сегодня я вас слушала, я увидела ту же самую черту. Благородная упрямка есть в вас. Удачи вам, здоровья и снова приезжать к нам.